придет какой-то момент, когда я приду к Алексею в Петербурге домой, у него будет юбилей, и буду уговаривать его на трилогию. Он категорически от этого отказался. Уже Сергея не было, и он даже так на меня посмотрел, как на дурачка Витька Татарина, и говорит: а как ты себе это представляешь без Бодрова? Я говорю: ну, Том Хэнкс, Форест Гамп, играет же с президентами, со всеми президентами всей Америки. Надо сочинить компьютерные технологии, клич бросить по всей стране, найти двойника. А самое главное, я ему предлагал интересную идею на третий фильм. Мне очень хотелось вернуться из тюрьмы американской, сбежать и на каком-нибудь корабле в бочке из-под солярки вернуться домой. Я представил себе, как на берегу Финского залива стоит огромный корабль, выбивают крышку бочки, и оттуда вылезает голова в мазуте и белыми зубами, скалясь на шпиль Адмиралтейства, заявляет: ну, здравствуй, Родина. Но в данном случае я предлагал собрать Сергея Бодрова из того материала, который остался за кадром, и из этого сочинить историю, потому что мне показалось, что если бы он вдруг появился на экране, вдруг, хотя его нет, это была бы бомба. Он на это не пошел. И правильно сделал. Я поддерживаю его. История эта окончательная и не подлежит никаким разбирательствам.